В зале Центра тувинской культуры собрались этнопедагоги, молодые исследователи, аспиранты и другие специалисты, которые занимаются вопросами педагогики традиционных культур народов России. Участники школы этнопедагогики схожи во мнении, что для формирования целостной личности роль этнопедагогики является одной из самых ключевых. Движение этнопедагогики, которое начало в 90-х годах, на самом-то деле на сегодняшний день в лице Аркадия Борисовича Панькина принимает уже следующее свое предложение, следующий этап. Вот этот новый этап работы, я думаю, что получит начало именно на этих семинарских занятиях, то есть новое осмысление, форм передачи, содержание передачи, этих этнических констант. Это даже на уровне нашего российского правительства. Воспитание патриотизма, и вообще воспитание нравственной личности стоит на первом месте. Этнопедагогика помогает интегрировать культурные традиции и ценности народов, помогает тем самым сохранению их идентичности. Образовательным учреждениям с учетом разнообразия культурных подходов необходимо адаптировать методы обучения. Это особенно важно в условиях сегодняшней глобализации. Сегодня музей – это такая структура, которая не должна отставать или даже функционировать вне воспитательного процесса. Говоря об этнопедагогике, мы часто, уже старшее поколение даже в музее, мы были счастливы работать с Мамушем Бараховичем Кельмапсаном, человеком, который в свое время в своих исследованиях, в своих трудах, научных трудах заложил очень много понятий о, собственно, педагогике. Школа этнопедагогов ориентирована на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников, которые реализуют программы этнокультурного образования и воспитания. Любой язык является выразителем всего того, что народ собрал в свою историю, за свою историю. Вот все отражается в языке. Это пословицы, поговорки. Они тысячелетиями собираются. Это даже тот же самый греческий эпос. Это греческий эпос по времени начинает создаваться с момента создания нации. С момента даже не создания, а формирования нации. Осваивая те слова, предложения, которые передают различные стороны жизни народа, различные эмоции тувинцев, мы сохраняем свой язык. По окончании работы школы участникам будут выданы удостоверения гособразца, прохождение курсов повышения квалификации. Отметим, что лектором выступает доктор педагогических наук, профессор Калмыцкого государственного университета Аркадий Панькин. Я привез сюда 2 комплекта произведений трудов Геннадия Николаевича Волкова. Когда мы работали, это были уникальные вещи, которые невозможно было найти, достать. Тут у кого была этнопедагогика чувашского народа, тот был обладателем Грэмми, наверное, да? В сборник вошли и чувашская этнопедагогика, и последний его капитальный труд «Волковские чтения» еще начались при жизни Геннадия Никандровича и продолжаются и по сей день. Последние волковские чтения, насколько я знаю, произошли в Чебоксарах, это на родине Геннадия Никандровича, на базе Чувашского педагогического университета. Добавим, что 14 и 15 ноября также в Центре тувинской культуры пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие народов Центральной Азии». Конференция пройдет под эгидой 80-летия со дня добровольного вхождения ТНР в состав СССР, а также будет посвящена 65-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Вячеслава Доржа. Отметим, что именно он сыграл большую роль в исследовании, систематизации и актуализации традиционной культуры тувинского народа. Айра Владимир Суртуки, Ангар Кужуга, телеканал Тува-24.